29 апреля 1877 года турки высадили десант в количестве 2000 человек вблизи Гудауты, а через несколько дней начали бомбардировку Сухума и к вечеру заняли город, который сожгли. Сдача Сухума была вызвана крайней нерешительностью командующего Сухумским отрядом генералом Кравченко. Он отдал приказ о подступлении, и турецким войскам удалось с незначительными силами занять почти половину Абхазии, где они продержались 3,5 месяца. 29 апреля 2004 года 18-летний Адгур Джугелия стал победителем юношеского чемпионата мира по хоккею, проходившем в Белоруссии. Он выступал в составе сборной России. Адгур Джугелия попал в Москву в 9-летнем возрасте, когда в Абхазии шла грузино-абхазская война. За несколько дней до ее окончания в боях за Сухум погиб отец Адгура. Московские родственники мальчика отправили его в спортшколу, где он и решил стать хоккеистом. Адгур Джугелия – первый хоккеист-абхазец. 29 апреля 2008 года министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил, что Абхазия готова подписать с Россией военное соглашение. При этом глава МИД уточнил, что речь идет о защите Абхазии от агрессии со стороны Грузии. Не секрет, что Грузия продолжает наращивать военную силу. Естественно, мы не будем сидеть сложа руки, подчеркнул Сергей Шамба. 29 апреля 2008 года председатель Совета Федерации России, лидер политической партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о том, что Россия в случае необходимости намерена защищать своих граждан, проживающих в непризнанной республике Абхазия. 29 апреля 2008 года Россия вынуждена увеличить число миротворцев в Абхазии. Минобороны России сообщила, что развитие событий в зоне грузино-абхазского конфликта диктует необходимость увеличения личного состава коллективных сил СНГ по поддержанию мира в пределах численности, определенной решением Совета глав государств СНГ. Хавьер Солана, верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности, заявил, что решение об увеличении числа миротворцев в Абхазии неразумно. Увеличение контингента, которое сейчас происходит, оно осуществляется вполне в соответствии с имеющимися договоренностями глав государств СНГ. 29 апреля 2008 года Департамент информации и печати МИД России сообщил, что Грузия перебрасывает в Верхний Кадор вооружение и личный состав вооруженных сил Грузии. Анализ оперативной информации позволяет сделать вывод о подготовке плацдарма для начала военной операции против Абхазии, заявил МИД России. В случае, если грузинская сторона начнет приводить в действие неоднократно звучавшие угрозы о применении силы для урегулирования конфликтов в Абхазии и Южной Осетии, тогда мы будем вынуждены применять ответные меры для защиты наших граждан. Поэтому я бы не советовал никому подменять понятия и причинно-следственные связи. 29 апреля 2014 года оппозиция потребовала от президента республики Александра Анкваба отправить в отставку Кабинет министров и сформировать правительство народного доверия. Координационный совет оппозиционных политических партий и общественных организаций предложил оставить за собой право выдвигать кандидатов в премьеры, который затем будет самостоятельно формировать правительство. Помимо этого, от президента потребовали отправить в отставку генпрокурора и глав администрации Гальского, Ткварчальского и Ачимчирского районов. Президент заявил о готовности к диалогу, но при этом отметил, что считает неприемлемым выдвижение ультиматумов. 29 апреля 1810 года родился Григорий Гагарин, российский художник, вице-президент Академии художеств. Гагарин – автор ряда живописных и графических работ по Абхазии, представляющих художественно-историческую ценность. «Абхазские предводители. Сочи. 1839 год». Портрет абхазского феодала Каца Маан. 1838 год. Группа абхазских князей и дворян. Изучение Григорием Гагариным быта и искусства народов Кавказа отразилось в альбоме «Живописный Кавказ», 1847 год. За последние 10 лет в день 29 апреля самая высокая температура была зафиксирована в 2014 году. Это 22 градуса. Самая низкая в 2009 – 11 градусов.